Вы смотрите очередной выпуск детских новостей. В эфире работаем мы, Алексей Сургутский и Анжелина Матлашук. Здравствуйте. Детские лагеря должны запустить свои сайты и составить воспитательные программы. С апреля вступили поправки в закон о работе детских летних лагерей, детских санаториев, центров отдыха и оздоровления детей. В теме разбирался Альберт Миронов. Изменения с 1 апреля включат в программу детских лагерей обязательные родительские дни, ознакомление детей с искусством и историей России, а также мероприятия, формирующие интерес к созиданию и исследованию. Сосновый Бор – это центр отдыха и оздоровления детей. Здесь дети приходят отдыхать, завозить новых друзей и узнавать много нового. Мы узнали, как лагеря готовятся к лету и как туда записаться. Всего у нас планируется открыться 555 лагерей с охватом 50 тысяч детей, с выездами за пределы республики, международные лагеря, за все то, что относится к летнему отдыху и оздоровлению. Ну и 2025 год стал годом детского отдыха, поэтому в этом году, в январе месяце, мы приняли концепцию развития детского отдыха, оздоровления, и в рамках него мы как раз очень сильно работаем, чтобы все эти наши намеченные планы состоялись. А как записаться в эти лагеря? В эти лагеря может подать любой родитель через государственные услуги, через свой аккаунт. Причем он находит, например, запись в организации летнего отдыха в каникулярный период, заводит все данные своего ребенка, прилаживает все документы, и только после этого в течение 6 дней эта услуга предоставляется. Причем услуга предоставляется в те лагеря, которые вошли в реестр и которые открыты в муниципальном районе или в городе, туда, куда ребенок захочет. Впереди последняя четверть текущего учебного года, и лето не за горами. Уже сейчас можно начать думать о том, в какой лагерь можно записаться и весело провести свое время. Альберт Миронов, Нюргун Старостин, Якутск. Но до летних каникул остается еще 2 месяца, и хоть эта учебная четверть длится меньше, она является самой важной. Начнутся итоговые работы, ВПР и экзамены. Чтобы хорошо подготовиться, надо много заниматься. Анжелина, вот ты, например, как готовишься к итоговым работам? Помимо школы я занимаюсь дома, и иногда, чтобы отвлечься, я читаю книги. «Алиса в стране чудес» и «Мертвые души». А ты, Алеша, читаешь? Да, читаю. Обычно тоже задают по литературе. А наш следующий сюжет о международном дне детской книги. Володя Михайлов, подробнее. Кая и Герда сидели и рассматривали книжку с картинками, зверями и птицами. На больших башенных часах пробило 5. Эти строки принадлежат произведению «Снежная королева» Ганса Христиана Андерсена. Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого датского сказочника Ганса Христиана Андерсена, отмечают Международный день детской книги. В День детской книги по всему миру проводят различные мероприятия. Тем самым организаторы привлекают внимание детей к чтению книг. А все для того, чтобы сформировать привычку чтения с малых лет, развить интерес к книжному искусству и творчеству у детей и повысить их интеллект. Мы, детские библиотекари, всегда стараемся, чтобы каждый ребенок почувствовал себя заинтересованным в мире книг. Для этого мы в работе используем разные методы, проводим разные увлекательные массовые мероприятия, викторины, мастер-классы, творческие занятия и, конечно же, различные проекты. В городе Якутске в честь Международного дня детской книги в библиотеке «Моя библиотека» провели мероприятие для ребят. Они смогли познакомиться с миром детских книг, также участвовать в мастер-классе. Сотрудники библиотеки подготовили целую программу для ребят. Им рассказали про Международный день детской книги. Конечно же, было и само чтение, и обсуждение прочитанного произведения, а также была подготовлена выставка книг. Мы узнали у детей, какие книги им нравится читать. Любимая книга у меня только одна. «Каролина в стране кошмаров». Мне очень нравится фантастика, там приключения. Я люблю Пушкина. Там очень интересные сказки. Мне нравятся сказки о царе Салтане и «Золотая рыбка». Моя любимая книга – это «Лесная аптека». А почему именно эту книгу ты любишь? Потому что она интересная и особенная. Тут еще сказки, где там можно узнать, какие болезни там есть и как их излечить. Чтение
Чтение книг всегда остается одним из видов получения информации, а также всегда можно погрузиться в фантастические миры, узнать много нового и стать грамотнее. Читайте и развивайтесь. Владимир Михайлов, Илья Сыромятников, Якутск. В Якутске прошел 8-й чемпионат среди школьников. Что, где, когда. В этом году интеллектуальные состязания приурочили 80-летию Великой Победы. Этой теме посвятили даже целый блок вопросов. Ксюша Подобашева побывала на мероприятии. В 8-м чемпионате республики «Что, где, когда» среди учащихся приняли участие 14 команд из 4 населенных пунктов. Некоторые команды приняли участие в игре первый раз. Цель интеллектуального состязания «Что, где, когда» в игровой форме проверить знания участия, уровень их внимания, границы воображения и умение играть в команде. По правилам игры кубок проводится в 2 группах – младший и старший. В группе младших состояли школьники 9 классов и те, кто помладше, а в старшей были уже студенты из средних общеобразовательных учреждений и профессиональных колледжей. О том, как именно проводят игру «Что, где и когда», нам рассказал педагог Республиканского центра «Юные якутяне» Олег Борисович Милюков. У нас собираются несколько команд, и им одновременно всем задается вопрос. Они обсуждают минуту возможных вариантов ответов и выбирают из него один, который сдают на бумажке. А уже жюри смотрит, сверяет с правильным ответом и засчитывает ли или не засчитывает баллы. Ученик 8 класса Владислав Лебедев игрой «Что, где, когда» увлекается с 5 класса, а 7 уже начал участвовать в республиканском чемпионате среди школьников. И в прошлом году его команда выиграла в номинации «Что, где, когда». В этом году команда Владислава, где он является капитаном, тоже надеется на лучшее. Игра сама по себе интересная, увлекательная, так как вопросы в основном на эрудицию, то есть знания не настолько важны, сколько умение догадаться до правильного ответа. По итогам игры все команды, участники чемпионата, получают сертификаты. Призеры в каждой группе, в том числе конкурс «Своя игра», дипломы, а победители награждаются кубком. Ксения Подобашева, Иван Сорокоумов, Якутск. Зумеры, бумеры, миллениалы, иксы и альфы. Думаю, многие слышали эти слова, но не все понимают их значение. Каждое поколение людей имеет уникальные характеристики, ценности и убеждения. Никита Павлов разобрался в теме теории поколений. Теорию поколений разработали ученые Нейл Хоу и Уильям Штраус. Ее опубликовали в 1991 году. Исследователи проанализировали историю с 16 века до наших дней и пришли к выводу, что общество развивается циклично, а люди, появившиеся на свет в определенный период, имеют подобный тип мышления и схожие ценности. Итак, разберем некоторые из них. Молчаливое поколение. К нему относятся люди, родившиеся с 1925 года по 1944 годы. Родившиеся в этот отрезок времени люди редко высказывают свои взгляды и идеи за пределами семьи. Такому поведению способствовали Вторая мировая война, цензура и доносы. Дети старались вести себя тихо и не выпячивать свое «я», так как это поколение и получило название «молчаливое поколение». Основные черты молчаливого поколения – терпеливость, умение самозабвенно погружаться в работу, бережливость, экономность. Они трепетно соблюдают закон и следуют установленным в обществе нормам. Бэби-бумеры родились с 1944 по 1967 год. В послевоенные годы рождаемость возросла. Это и послужило названием для этого поколения. Характер бумеров сформировался на волне победы в войне, запуска спутника в космос и полета Гагарина, высоких достижений в медицине и образовании. Особенности и характерные черты бэби-бумеров – оптимизм, решительность, патриотизм, желание преуспеть в карьере и личностном росте, раннее создание семьи, интерес к спорту, крепкие дружеские отношения. Представители бумеров предпочитают получать информацию из газет и телевидения. Поколение X. К ним принадлежат люди, родившиеся в 1967-1984 годах. Иксов еще называют потерянным поколением. А все потому, что тогда дети росли в некой информационной замороженности. Особенности и характерные черты иксов – адаптивность, устойчивость взглядов, техническая грамотность. Миллениалы или поколение Y. Эти люди родились с 1984 по 2000 годы. Название поколения произошло от латинского «millennium», так как его представители родились на стыке тысячелетий. В России их сегодня наибольшее число. Миллениалов сформировали не только распад Советского Союза, но и широкое распространение товаров из-за рубежа, мобильные телефоны, интернет и компьютерные игры. Особенности и характерные черты миллениалов свободно выражаются. Именно на это поколение выпал рассвет субкультур. Они полагаются на себя, легко воспринимают новое. Зелениалы. Они выросли в период перехода от аналогового мира к цифровому.
Технологии играют значительную роль в их жизни. Зеленялов волнуют мировые проблемы, связанные с экологией и дискриминацией. Они желают быстро самореализоваться. Зумеры или поколение Z. Сюда относят людей, родившихся с 2000 по 2011 годы. Родившиеся в 2000-х не представляют, как выглядел мир без цифровых технологий и интернета. Название поколения произошло от английского глагола zoom – увеличивать, приближать, так как эту функцию в гаджетах они знают практически с рождения. Технологии – это часть их жизни. Особенности и характерные черты зумеров – адаптивность, активное применение интернета, ранние заработки, толерантность, частые депрессии, плохая концентрация и мультизадачность. Поколение альфа – это дети, родившиеся с 2011 года. Альфа с детства погружены в цифровой мир. С ранних лет они активно играют в игры на смартфонах и планшетах. Родители редко проявляют к ним агрессию, в связи с чем этому поколению свойственно повышенное чувство собственного достоинства. Они зачастую общаются со старшими на равных. Особенности и характерные черты – практичность, высокая адаптивность, настойчивость, резкие перемены настроения, неограниченный доступ к благам, проблемы с памятью и концентрацией внимания. Они росли в разнообразии гаджетов, игрушек и одежды, поэтому быстро утрачивают интерес к чему-либо. Им важно понимать, как те или иные знания можно применить в жизни. Поколение А больше подковано в психологии. Дети знают, как воздействовать на своих родителей и задумываются о некоторых вещах в гораздо более раннем возрасте, чем их предшественники. Сегодня трудно представить жизнь без сотового телефона. Всю информацию мгновенно мы узнаем именно посредством мобильного. На этой неделе во всем мире отметили день рождения мобильного телефона. Подробнее Кристина Катаконова. Знаковое событие, ставшее впоследствии днем рождения мобильного телефона, произошло 3 апреля 1973 года. В тот день инженер Мартин Купер совершил первый звонок по мобильному телефону. Свой первый звонок он сделал в конкурирующую компанию, уточнив сразу, что разговаривает по мобильному телефону. Аппарат, по которому был совершен звонок Купером, весил чуть менее 900 грамм. Если раньше основной первоначальной функцией была голосовая связь, то сегодня это лишь одна из множества возможностей. Мобильный телефон сейчас имеет функцию и мини-компьютера. Ну а сегодня невозможно представить жизнь современного человека без сотового телефона. Насколько часто в день вы пользуетесь телефоном? Часто. Почти постоянно, с самого утра, как встану сюда, сразу вот захожу, смотрю погоду, сообщения и так далее. Телефон вообще толком не смотрю. Постоянно занят учебой, но спортом. Много, часа 3 точно. В общей сложности. 24/7. Где-то в день в целом 6 часов. Как вы представляете нашу жизнь без телефона? Плохо. Наверное, она была бы в первое время скучная, а потом уже лучше было бы. Люди, наверное, страдать будут. Как бы раньше мы жили без телефона, а сейчас, если нету телефона, мы считаем, что жизнь как будто бы остановилась. Сегодня мобильный телефон так прочно вошел в нашу жизнь, что ученые обсуждают о негативном влиянии сотового на здоровье человека. Несмотря на это, мобильный все равно остается неотъемлемой частью нашей жизни, являясь знаковым событием в истории изобретений 20 века. На сегодняшний день мобильный телефон является частью нашей жизни. С помощью него мы можем фотографировать, звонить друг другу, играть и даже учиться. Но несмотря на все эти возможности, иногда просто лучше стоит поговорить с другом лицом к лицу. Ведь никакие технологии не смогут заменить настоящую дружбу и общение. На этом все. Катаконова Кристина, Иван Саркаумов, Якутск. А наш следующий сюжет я бы выразила словом «вкусный». А все потому, что он про один из самых вкусных десертов. Как вы догадались, речь идет о мороженом, любимом десерте взрослых и детей. Не секрет, что мороженое имеет многовековую историю, и за это время видов и сортов мороженого появилось невероятное множество. Один из них – это санде. Санде – это десерт, который готовится из шариков мороженого, украшенных фруктовым сиропом, орехами, тертым шоколадом и взбитыми сливками и ягодами. И его день рождения отмечали на этой неделе любители этого десерта. Тамара Степанян приготовила данное мороженое с известным бренд-шефом ресторана «Тыгын Дархан» Николаем Атласовым, адаптировав его под национальный колорит. Мы находимся в студии ресторан «Тыгын Дархан» и будем готовить мороженое санде в якутском варианте. И сегодня мы с Николаем Васильевичем приготовим его. А какой у вас был любимый вкус детства мороженого? Я любил мороженое все, вообще досконально все любил есть. И сейчас у нас, до того у меня мечты были, то что я
сделал линию производства мороженого из настоящих якутских сливок. Она называется утчу. А сейчас какой у вас вкус? Остался стандартный сливочный, но в данное время у нас будет мороженое и сливочное, будет банановое, также ваше любимое шоколадное. И для этого нам надо будет еще сделать кюрчах. Кюрчах — это наше национальное блюдо, которое мы добавим сверху мороженое, как покрывало. Из него сделаем миф о том, что мороженое, она будет у нас сегодня вечной мерзлотой. Мы его покроем снегом из кюрчаха и туда добавим морожка. Морожка — это очень вкусная ягода, которая не видела тьму. То есть она в арктический день, когда идет, она начинает цвести и собирает его тоже в арктическом дне. И получается, эта ягода никогда не видела тьму. Мы туда добавим лёкминских кедровых орешек, что будет обозначать, что жизнь есть в вечной мерзлоте. Да? И опять времена года, то есть это листья шиповника, то есть когда из семени вырастает трава, а к осени она обратно возвращает в землю. Или вот такой период есть. Начнем? Да. Так, берем ытык. Ытык — это получается у нас миксер якутский. Берем и крутим. Осторожно. Сначала медленно, потом повышаем скорость. И у нас получается кюрча. Начнем. Вот, снизу, медленно и увеличивай скорость. Берем мороженое, сливочное. И вот так делаем. Потом берем кюрчах. Может облизнуть вот так. Попробуй-ка. Сладкий. Да, сладкий. Вкусный. Мы специально туда не добавили сахара. Знаешь почему? Потому что мороженым сахара хватает. Да? И такой баланс у нас будет. Давайте-ка попробуй-ка сверху наложить. И положи ягоды. Штуки 3. Прям красивенько. А теперь насыпь зерна. Это у нас будут орехи кедровые. И сверху насыпем лепесточки. Все возвращается обратно к земле. И опять каждый год все это у нас красота повторяется. Вот. Вот такая красота у нас получилась. Это очень вкусно и нежно. Итак, подытожим, что нам понадобилось для якутского варианта. Нам понадобилось любые вкусы мороженого. У нас были это банановое, ванильное и шоколадное. Вы также можете взять любые сладости, посыпку, ягоды. У нас это были орехи, листья шиповника и ягода. Также мы сбили кюрчах и накрыли его сверху, как покрывало. Эти темы показались нам самыми интересными для выпуска детских новостей этой недели. Следите за нашими эфирами и будьте в курсе событий. До встречи в эфире!